В эфире «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В Якутске продолжается строительство онкологического центра. Необходимость такого объекта в регионе продиктована реалиями времени. Онкозаболеваемость на сегодня в Якутии достаточно высокая. Как организована работа онкологического диспансера сегодня? С нами на связи Татьяна Николаева, главный врач Якутского республиканского онкологического диспансера. Татьяна Ивановна, здравствуйте. Какова статистика заболеваемости в регионе? От чего зависит динамика роста? Здравствуйте. Значит, статистика у нас вообще, надо сказать, что в нашем регионе по сравнению со среднероссийскими показателями уровень заболеваемости и уровень смертности от злокачественных новообразований существенно ниже среди других регионов. Однако имеется, скажем, такая отрицательная сторона, что достаточно высокий уровень запущенности. Вообще уровень заболеваемости растет. За 10 лет прирост произошел где-то более чем на 27%, но это связано в основном с качеством диагностики, с правильным диагностированием. Если раньше злокачественное образование у человека не выявлялись, то на сегодня имеется весь арсенал диагностических услуг в нашей республике, который позволяет высокоточно поставить диагноз. Уровень заболеваемости за прошлый год с расчетом на группу показателей на 100 тысяч населения составляет 255,2 на 100 тысяч. В Российской Федерации этот показатель приближается к 400 на 100 тысяч населения. И, как я уже сказала, к сожалению, у нас достаточно высокой остается запущенность, то есть у пациентов с впервые выявленным установленным диагнозом выставляется распространенный процесс, то есть 4-я стадия заболевания. Этот показатель немного выше, чем в других регионах. Однако хочу сказать, что раньше, буквально лет 10 назад, этот показатель был очень высокий и приближался практически к 50%. То есть, получается, каждый второй пациент, у которого был впервые диагноз установлен в текущем году, уже был диагностирован в 4-й стадии заболевания. На сегодня, буквально за 10 лет, этот показатель мы улучшили более чем на 27%. За прошлый год 1-я и 2-я стадия заболевания выявлена у 45,4% больных, 3-я стадия более у 21% больных. На сегодняшний день на учете в онкодиспансере состоит 12 560 пациентов с установленным диагнозом рака. Причем более половины из них живет 5 и более лет. Злокачественное образование, безусловно, самая актуальная проблема во всем мире, в России и в нашей республике, потому что она занимает лидирующие позиции в структуре смертности населения, стоит на 2-м месте после болезней системы кровообращения. И среди всех локализаций, 6 основных локализаций определяют более 50% смертности от злокачественного образования. Это рак легкого, рак печени, рак желудка, подучной кишки, поджелудочная железа. Следует сказать, что структура злокачественных опухолей в нашей республике немного отличается от среднероссийских показателей. Если в Российской Федерации на 1-м месте среди всех обоих полов, среди всего населения стоит рак молочной железы, рак легкого выходит на 2-е место, то в нашей республике на 1-м месте по заболеваемости и по смертности, к сожалению, стоит рак легкого. Рак печени для нашего региона считается показатель его достаточно специфичным, потому что имеется распространенная патология хронических вирусных гепатитов, и рак печени у нас вышел на лидирующие позиции.
Следует отметить, что сейчас, как никогда, очень большое внимание уделяется онкологической службе в системе здравоохранения. Это правительством Российской Федерации, правительством нашей республики, и Министерством здравоохранения. Всем известно, что мы сейчас работаем в рамках национальных проектов, которые были утверждены в 2018 году. Как государственная политика в области борьбы с онкологическими заболеваниями. Это для нас сейчас задача реализации всех этих мероприятий. Все они направлены на, конечно же, на снижение смертности населения от злокачественных новообразований, направлены на повышение доступности, качества медицинской помощи, включая дорогостоящую противоопухолевую лекарственную терапию. Все это пациенты получают бесплатно в рамках программы государственных гарантий, высокотехнологичную медицинскую помощь, медицинскую реабилитацию и паллиативную. Рост заболеваемости также связан, как я уже отметила, с правильным диагностированием. На это направлено совершенствование диагностических возможностей, оснащение медицинских организаций первичного звена самым современным, высокоэффективным диагностическим оборудованием, внедрение новых методик, совершенствованию системы обучения и, конечно же, усилению противораковой просветительной работы, пропаганды населения, так сказать, воспитательной работы населения. Все это должно в комплексе уже дает положительные результаты. Как оказывается помощь больным в сегодняшних условиях пандемии? Пандемия, безусловно, изменила жизнь всего мира и системы здравоохранения особенно. Мы, онкологическая служба всей страны, нашей республики, конечно же, впервые столкнулись с такой проблемой. И тогда, в 2020 году, когда очень много было вопросов, таких ситуаций, которые прорабатывались со временем, пришлось очень оперативно принимать решения, которые позволяли нам продолжать оказывать специализированную медицинскую помощь. Хочу отметить, что онкодиспансер не закрывался ни на один день, не останавливал ни плановый прием, ни госпитализацию, ни оказание специализированной помощи. Для этого мы сразу же в рамках своей открытой лаборатории начали проводить ПЦР-исследования для наших пациентов, для сотрудников, для того, чтобы ограничить контакты и не допустить инфекции внутри стационара и позволить пациентам получать очень нужное лечение. Была реструктуризация внутри диспансера, организовано приемно-сортировочное отделение в качестве фильтра поступающих пациентов, строгий мониторинг сотрудников, экстренно были закуплены средства индивидуальной защиты, наши сотрудники были полностью обеспечены масками, СИЗами, средствами дезинфекции. И значит, совместно с Министерством здравоохранения Республики Саха-Якутия было принято решение вывести поликлиническое отделение в другое здание. В 2020 году мы располагались на Петровского, на базе детской больницы. Сейчас вот в эту волну временно наша поликлиника также выведена из здания стационара. Сейчас прием проводится в здании спеццентра. И для наших пациентов определена четкая маршрутизация. Для пациентов, у которых выявлен сопутствующая коронавирусная инфекция, для легкой и средней степени тяжести. Как показывает мировая практика, в эффективной борьбе с онкологией важна ранняя диагностика заболевания. Как в регионе диагностируют коварный недуг и какова работа в УЛУСах, как идет работа в УЛУСах? Профилактикой мы занимаемся, конечно же, вторичной, то есть это предупреждение и раннее выявление
злокачественное образование на ранних стадиях. Основную работу на себе ведут медорганизации первичного звена. Определяется, конечно же, по диспансеризации групп взрослого населения. Это играет очень ведущую роль в раннем выявлении всех заболеваний. И, значит, немаловажное значение приобретает, конечно же, профилактика инфекционных заболеваний для предупреждения рака. На сегодняшний день четко доказаны открытые вирусы, например, шейки матки, при раке шейки матки, и разработана вакцина для профилактики девочек. Также лечение хронических вирусных гепатитов. При раке желудка это выявленный Helicobacter pylori, это такая бактерия, которая появляется в желудке, и нелеченный гастрит с носительством Helicobacter pylori является предраковым заболеванием и может в последующем вызвать злокачественную опухоль. Поэтому профилактика и лечение предопухолевой патологии, конечно же, является очень важным моментом. На сегодняшний день с эффективными и доказанными средствами раннего выявления являются скрининговые программы в рамках национального проекта совместно с Министерством здравоохранения. Якутский республиканский онкологический диспансер в 2020 году разработал, я бы сказала, уникальное веб-приложение онкопоиск.саха.рф, которое может быть установлено на любом телефоне, на любом мобильном приложении. И там проводится, на этой платформе проводится анкетирование, цели выявления факторов риска. И не выходя из системы, пациент может при наличии факторов риска может записаться на углубленное обследование. Этот проект мы тиражируем уже на медицинские организации города Якутска, медицинские организации нашей республики, и за эти неполных 2 года он показал очень высокую эффективность. Прошли анкетирование более 24 тысяч человек, из них 70% прошли дополнительное обследование, 2424 пациента были приглашены в онкодиспансер для более точного углубленного обследования, и по результатам уже выявлено 110 случаев злокачественной опухоли, причем более половины из них в начальной стадии, и даже есть случаи предрака, то есть на самом начале развития злокачественной опухоли. Благодарим вас за информацию. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Желаем вам дальнейших успехов в работе. О борьбе с онкозаболеваниями нам рассказала Татьяна Николаева, главный врач Якутского республиканского онкологического диспансера. Это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами.